Развитие туризма в регионе идет полным ходом или плывет. В Ингушетии места туристической направленности открываются, сохраняются и модернизируются, как, например, вот этот Назрановский пруд. Изменения видны невооруженным глазом. Сейчас здесь появились новые катамараны, гидроскутеры. Это стало возможным благодаря успешной реализации проекта приобретения туристского оборудования для создания лодочной станции у Назрановского пруда в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Будем наращивать турпотоки именно сюда. Мы попытаемся положить сюда туристический маршрут. И хочу сказать, что администрация города Назрань также участвует и заинтересована в развитии туризма на территории города. И думаю, это вот будет таким вот дополнительным стимулом и для них, и для нас. Создать именно турпоток, направить именно в город Назрань. У нас основной туристический поток, как мы все знаем, в горном районе, в Джигарском районе, да, и в городе Магаз. Идея проекта принадлежит Ибрагиму Пошеву. Реализован он при поддержке Комитета по туризму республики. Парень уверен, этот инициативный шаг открывает новые возможности для развития туристической инфраструктуры региона, способствуя активному привлечению отдыхающих и любителей активного отдыха. Ранее реализованы не были проекты в сфере туризма. Это как раз таки первый проект. Эта идея зародилась благодаря тому, что был объявлен конкурс Комитетом туризма. Мы этот конкурс увидели на электронной площадке. И так и зародилась идея вообще подать туда. Если есть возможность, то почему бы не принять участие? Нужно отметить то, что у нас вот Ингушетия регион специфичный, да, скажем, для нас, для туристов, больше вакаций, да, вот такие достопримечательности, они в основном расположены в горной местности, и мы всячески акцентировали внимание, чтобы и в городе Назрань были такие места, где туристы могут принимать участие и посещать данные места. Не оставили без внимания и вопрос безопасности на водном объекте. В целом здесь помимо наших катамаранов у нас есть еще и гидроцикл, который обеспечивает сохранность, да, на пруду, безопасность в том числе. И он как раз таки, когда здесь какие-то нарушения, да, на водных объектах производятся, он поддержает, делает замечания. И в случае чего, если какая-то чрезвычайная ситуация произойдет, он непосредственно будет спасать вот этих людей. И обязательно, если на водных объектах, они должны, вот, люди в качестве безопасности должны надевать свои жилеты. Если они вот эти жилеты не носят, соответственно, он тоже поддержает. Если они снимают их, тоже делает замечания, чтобы устранять вот эти нарушения. В общем, продумали все до мелочей, а это значит, комфортный отдых точно обеспечен. Богатая культурой и самобытностью. В Ингушетии много исторических мест, которые хочется и нужно развивать, показывать туристам. Большую роль играет поддержка федеральных властей, госпрограммы и проекты, направленные на улучшение инфраструктуры туризма. Данное предложение было поддержано главой Республики Ингушетия. Были приобретены электрокары, которые предоставляют услуги для туристов и для местных жителей. Также предпринимателям используются уже оставшиеся 2 электрокара в качестве предоставляемых услуг. Допустим, с территории гостиниц можно заказать такой электрокар. Это 8-местный и 4-местный. И по городу с ветерком можно добраться с удовольствием до башни Согласия. Новые возможности стали реальны благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». С начала года республику посетили около 100 тысяч человек. Сегодня властями Ингушетии уделяется серьезное внимание развитию турсферы. Такие изменения радуют и жителей, и гостей. Мне очень нравится в Ингушетии, красиво, высокие красивые горы, величественные, могущественные. Касательно электрокаров, мощно, передовые технологии, все для инвалидов, тех, кто не может самим подняться на вершину башни. Еще одна новая точка туризма – курган Абегу в Назрани. Он имеет культурную и историческую ценность для народа. Его реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На данном этапе уже завершены работы грантополучателям. Установлены урны, установлены стилизованные скамейки, установлено освещение, уложена брусчатка и благоустроен сам курган, прилегающая территория вокруг кургана. Также высажены деревья и установлено ограждение. Это все с национальной символикой, с национальными орнаментами. Создание новых маршрутов к достопримечательностям Ингушетии делает путешествия по региону более доступными, безопасными и комфортными. Новая инфраструктура вокруг Абегув улучшит условия для отдыха и познавательных поездок, привлекая больше людей к изучению истории и культуры этого уникального места. Сохранению, популяризации, благоустройству и обустройству именно вот таких вот исторических значимых
локации особое внимание уделяется главой Республики Ингушетия Махмутом Алием Акшиповичем Калиматовым. Он также поддержал данный проект. И мы сегодня видим, что курган расцвел, и в дальнейшем уже планируем с привлечением новых инвесторов, с привлечением предпринимателей и благоустроить оставшуюся часть кургана. Это будут малые архитектурные формы. Махмут Али Калиматов отметил, что туризм в республике развивается и региону есть чем завлечь новых туристов. Это программа детского и гостуризма, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры. Хава Гагиева, Муслим Арчаков, Магаз, 24.